самом деле сейчас такое историческое событие для Казахстана, это не только для Мангыстау, потому что тема затронута очень серьезная. Университеты территории смыслов. На самом деле университет, он никогда раньше не готовил студентов только на какой-то короткий период времени. Университеты готовят студентов на века. Что это означает? Что университеты готовят не только для профессии, не только для отрасли, но университет дает такие мировоззренческие, фундаментальные ценности, которые помогают человеку преодолеть различные кризисы. Кризисы профессиональные, кризисы разных возрастов. Поэтому мы говорим, что территория смыслов, какие смыслы, какие ценности сейчас несут университеты. И в этом ключе у университетов, кроме первой миссии образовательной, второй миссии исследовательской, появляется третья миссия. И эта третья миссия, она обширная. Это вот как раз формирование ценностей, это непрерывное развитие человека, это lifelong learning, да, обучение во время всей своей жизни. Когда мы говорим то, что не только студенты приходят в университет, вот в это время там, в возрасте от 18 до 22 лет, а когда они приходят в течение всей своей жизни, они обращаются к университету как к учителю. Ну и, конечно же, третья миссия университетов – это развитие региона. Это хаб притяжения проектов, ключевых проектов, которые помогают развивать регион. Это вклад в развитие экономики, в развитие внутренней политики, в развитие культуры региона. Стены университета должны быть прозрачные. В каком смысле? Они должны быть открыты для общества. В университет, в его библиотеке, в его залы должны приходить жители города. Они всегда должны понимать, что университет – это центр притяжения, такая вот точка кипения, все бурлит, все вращается, и в то же время это центр притяжения. И в этом ключе Естинов университет, он как раз показывает эту модель, это такой своеобразный бенчмарк, как в регионе можно выстроить модель университета как территории смыслов. Как сюда может приходить лучшие работодатели или просто работодатели, малый и средний бизнес, за какими идеями, как работодатель может приходить в аудиторию, какие занятия читать, как университет может выступать экспертом для местных органов государственного управления в качестве формирования каких-то политик, например, в области инноваций, привлечения туризма, развития каких-то отраслей, того же образования в регионе, здравоохранения, каких-то социальных сегментов. То есть на самом деле связь университета с регионом, она очень мощная. Университет, особенно в регионе Прикаспия, может объединять, с одной стороны, все прикаспийские страны, с другой стороны, страны Центральной Азии. То есть роль у современных университетов совершенно другая. Поэтому мы говорим, университет – это смыслы, это множество разных смыслов. Есть огромный смысл, сегодня мы пока еще даже его не затронули, университет как носитель национального кода. Вот мы говорим, Мангыстау – это такая священная земля, здесь действительно традиции, обычаи, культура имеют очень много пластов, очень глубокие, да, ценности. В этом ключе почему нет? Университет как такой вот остов, основа руха национального, да, национального кода. И каждый университет может найти свое место, свою роль, то есть открывать для себя какие-то определенные смыслы. Мы, например, когда говорим о смыслах, мы говорим о служении обществу. Университеты служат обществу. Только через призму служения обществу можно говорить, что университет – это действительно территория смыслов. А что значит служение обществу? Это работа с неправительственным сектором. Это работа с такими НПО, которые помогают отдельным целевым группам в нашем обществе, которые могут не справиться. Им нужна какая-то консалтинговая помощь. Не обязательно финансовая. И, кстати, как раз-таки наоборот, университеты не могут нести финансовую помощь, они могут нести общеобразовательную, ценностную помощь для различных сегментов общества. Когда мы говорим об университете, университет должен взаимодействовать со всеми тремя кругами. Государство, бизнес, неправительственный сектор. И университеты, это вот может быть такое казахша айтканда ұйытқы, который может всех, да, драйвер может всех объединить, может как раз на своей площадке создать какие-то проекты. Возможно, государство и бизнес на другой площадке не стали бы взаимодействовать, но на площадке университета
Они могут найти, да, они могут найти какое-то свое применение, развивать какие-то совместные проекты. И именно любое сотрудничество, это наша концепция университета, должна быть не просто win-win, а мы говорим win-win-win. Где вот два win, это как раз две стороны, например, бизнес-государство или там бизнес-бизнес. Но мы говорим, что от любой кооперации, от любой, ну скажем, любого договора, любой сделки должна быть третья сторона, бенефициар, то есть получает benefits, получает какие-то свои возможности, какие-то свои, ну скажем, такие вот, более высокую результативность. И это всегда общество, поэтому win-win-win. И вот третий win – это возможность улучшить жизнь для общества.